В начале заседания члены правительства рассмотрели два кадровых вопроса. Берулава Роланд и Ратия Роланд назначены заместителями начальника службы государственного надзора Республики Абхазия за деятельностью в области связи. С итоговым отчетом о проделанной работе Министерства по чрезвычайным ситуациям за 2018 год выступил министр Лев Квициния. В течение отчетного периода подразделениями МЧС было осуществлено 4202 выезда. Из них на пожары и загорания 890, на происшествия на водных бассейнах 53, на устранение последствий стихийных бедствий 69, на устранение последствий ДТП 220. 64 выезда было совершено на обезвреживание взрывоопасных предметов, а ложных вызовов было 170. При этом обезврежено 188 взрывоопасных предметов, на обезвреживание химически активных веществ 34 выезда. По словам министра, статистика выездов уменьшилась более чем на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Тенденция на снижение числа выездов на чрезвычайные ситуации во многом связана с наращиванием профилактических работ с населением. Весьма эффективным является использование возможностей электронных средств массовой информации, а также организация познавательных и обучающих занятий в школах, в детских оздоровительных лагерях по правилам поведения при чрезвычайных ситуациях. Однако, при всем этом, статистика жертв чрезвычайных ситуаций весьма тревожна. В 2018 году на пожаре погибло 8 человек, а в 2017 – 7. На водных бассейнах погибло 8 человек, а в 2017 году – 11. Всего спасено 58 человек, из них 11 на пожаре, 8 на водных бассейнах, 24 ДТП, 14 при поисково-спасательных работах, 5 при оказании психологической помощи. Лев Квициния также отметил о необходимости принятия закона о пожарной безопасности, который определял бы правовую основу и принципы организации системы пожарной безопасности и государственного пожарного надзора в республике. Кроме того, по мнению министра, назрела необходимость создания при МЧС Абхазии нового медицинского управления, которое будет координировать работу Центра медицины катастроф и подразделения санитарной авиации. На заседании Кабинета министров был одобрен законопроект об изменениях в закон Республики Абхазия о республиканском бюджете на 2019 год. В представленном проекте закона меняются основные параметры государственного бюджета на 2019 год в части доходов, расходов и дефицитов бюджета. Как сообщил НАНБА, планируется увеличение собственных доходов в объеме 54 миллионов рублей. Данное увеличение собственной части доходов планируется за счет увеличения общего допустимого улова водных биологических ресурсов и рекомендуемых квот добычи. Джансух НАНБА также привел цифры увеличения и сокращения расходов по отдельным направлениям. Общий объем расходов республиканского бюджета на 2019 год увеличен до 1 миллиарда 166 миллионов рублей. Расходы на проведение мероприятий по ремонтно-восстановительным работам увеличиваются на 59 миллионов. Расходы на содержание абхазского государственного телевидения увеличиваются на 8,8 миллиона. Увеличение сметы телевидения заключается в включении в бюджетную смету доплат к заработной плате, которые ранее данные выплаты осуществлялись с внебюджетного счета, так называемого спецсчета. И в целях приведения в соответствии производимых операций с действующим бюджетным законодательством принято решение включения их в бюджетную смету. В расходной части республиканского бюджета также предусматриваются и сокращения на общую сумму 13,4 миллиона рублей. О чем идет речь? На содержание Народного собрания парламента Республики Абхазия бюджетная смета сокращена на 1 миллион 400 тысяч рублей в рамках мер бюджетного принуждения, принятых Министерством финансов в отношении Народного собрания. Далее, в отношении управления госдачами Республики Абхазия планируется сокращение сметы на 637 тысяч рублей.
на содержание государственного управления связи и массовых коммуникаций. Идет сокращение сметы на 3,4 миллионов рублей, что связано с созданием новой структуры Госсвязьнадзора. Кроме того, Джансух Нанба подчеркнул, что по поручению президента Республики Абхазия в рамках реализации соглашения между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о порядке и условиях софинансирования за счет средств Российской Федерации, повышения заработной платы основных категорий работников госучреждений в сфере здравоохранения, образования, науки, культуры, спорта и социального обслуживания граждан, принято решение Кабинета министров Республики Абхазия о повышении заработной платы основным категориям работников госучреждений. В этой связи вносятся корректировки в расходную часть республиканского бюджета. Распределены расходы на повышение заработной платы социального блока соответствующим направлением. На заседании Кабинета министров также было утверждено положение о лицензировании деятельности по производству электроэнергии. В соответствии с законом Республики Абхазия от 11 августа 2017 года об электроэнергетике, значит, есть градация по генерации до 5 мегаватт. Это может быть частная собственность, и все, что выше, это обязательно государственная собственность. Но, тем не менее, объекты должны быть лицензированы, сертифицированы. Это, к счастью для нас, стало уже актуальным, потому что появился первый объект, который восстановлен с помощью частных инвестиций. Это Сухумгэс, вы все о нем знаете. Можно считать, что объект интегрирован на данном этапе в систему, и в ближайшее время будет подписан договор между Черноморэнерго и оператором этого объекта, и часть электроэнергии будет направляться напрямую на объекты на территории Абхазии. Кроме того, члены правительства утвердили положение о порядке выдачи разрешений на реконструкцию объектов капитального строительства, о порядке исчисления оклада по занимаемой должности и размера надбавки за выслугу лет должностным лицам таможенных органов и ставки сборов за предоставление лицензий на виды деятельности, лицензируемые ГТК. На заседании Кабинета министров члены правительства также приняли постановление о заключении соглашения между правительствами Абхазии и Южной Осетии о международном автомобильном сообщении. Решением Кабмина помещение магазина номер 3 в Гудауте включено в перечень государственных объектов, подлежащих приватизации. А администрации Гагрского района дано согласие на выделение земельных участков в Пицунде и Гагре для строительства гостиниц.